Добрый день, уважаемые участники конференции и эксперты. Меня зовут Николаева Сахаяна. Я ученица 6 класса Якутского городского лицея. Я хотела бы представить вам наше исследование на тему «Веб-квест как средство формирования социокультурной компетенции» на уроке английского языка в 6-9 классах. В современном мире востребованы более продвинутые инновационные формы обучения. Это особенно актуально при сложившейся в мире ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией, которая вынуждает применять все новые методики и технологии обучения. Чтобы решить данную проблему, мы предлагаем новую методику обучения при использовании веб-квестов на уроках английского языка в дистанционной форме обучения. Для этого мы разработали веб-квест-приложение при помощи конструктора курсов iSpring. Новизна исследования заключается в новой методике обучения с помощью веб-квестов со специально разработанным электронным приложением, с автономным оцениванием и обучением в игровой форме, с переходами на задания на различных интернет-сайтах. Предполагается, что формирование социокультурной компетенции на уроке английского языка будет более эффективным при использовании специально разработанной методики обучения посредством веб-квест-технологии. Перейдем теперь к описанию эксперимента. Эксперимент состоял из следующих этапов исследования. Первое – констатирующий этап. Второе – формирующий этап. Третье – контролирующий этап. На первом констатирующем этапе испытуемые выполняли диагностический тест, чтобы определить уровень знаний по социокультурной компетенции. На втором этапе эксперимента испытуемые проходят сам веб-квест, который состоит из 3 больших уровней, включающих в себя вопросно-ответные упражнения по 3 темам. Первое – страноведение Великобритании и США. Второе – мир мультфильмов Диснея. Третье – произведение автора книг Джон Роулинг про Гарри Поттера. Особенностью приложения являются переходы на сайт и задания, а также то, что учащийся не сможет пройти тесты, пока не выполнит правильно. Это и есть обучающий момент. А если все верно, то учащийся получает ключ для дальнейшего перехода. А теперь перейдем к результатам эксперимента. Как видно из таблиц, испытуемые выполняли диагностирующие тесты на 1 и 3 этапах, но обучение по веб-квесту проходили только экспериментальные группы. Как мы и предполагали, результаты экспериментальных групп оказались выше, чем у контрольных, что доказывает эффективность предлагаемой методики. Таким образом, по итогам проведения эксперимента доказана эффективность использования данной методики обучения с использованием веб-квест-технологий, способствующей формированию социокультурной компетенции на уроке английского языка. Гипотеза исследования нами подтверждена. Спасибо за внимание.